Все, на этом карьере и закончилась Республика Бурятия. И начался Забайкальский край. Почему Забайкальский? Наверное, за Байкалом находится. Наверное, да. И Забайкальский край нас встречает с ремонтом дороги. Но тут старых прокладок. Неудобство временное, ничего страшного, потерять. Ой. Ну, двигаемся дальше. Чита, встречай. Это вот так вот выглядит выгоревший лес в Забайкальском крае. Это я еще проехал большую часть. Было еще страшнее. Вот так вот все это выглядит. Что было до этого, то, что я проехал, можете гадать. Все лысые. Одни пеньки торчат. Одни пеньки торчат. Постройки. Поджигайте траву дальше. Двигайте прогресс. Все стволы стоят подгоревшие. Чем больше будете жечь траву, тем больше будете двигать торговлю. Люди будут покупать квартиры, наверное. Это не точно. Это выглядело еще страшнее. Ладно, мне тут надо под горку. Спасибо вам, дорожная работа. Ну никак бы. Надо тех, кто делает примыкание мостов и дорога, которая идет уже по грунтовке, по грунту, по земле. Вам надо сюда. Дорожника, который строит Рублевку. Чтобы научили наконец-то людей делать это примыкание. Да и дороги, блин. Росавтодор, конечно, молодцы, но подрядчик это говно. Бывает. Так же и в Якутии. Ровно, блин. Видно, что свежий асфальт, ну, может быть, вот ему. Вот как стиральная доска. То ли каток уже этот был в форме ромашки. Не знаю. Прям. Ну вот это вот. Ну что вот это вот. Вот это, что это за переходы? Что, нельзя сделать прям ровное примыкание? Не знаю. Метро Забайкальский.
ладно, это все наболевшее. Ну, просто обидно. Деньги-то берутся, вот примыкание. Вот, надо обязательно скакануть. Везде, где есть примыкание, надо обязательно скакануть. То ли вы делаете на утрамбовку, я не знаю, как вот. И КамАЗы делают. Все европейцы делают 3 листа рессор спереди на сидельных тягачах. Кто-то, не точнее, все производители делают 2 листа рессор на сидельных тягачах. Там, где нету подушки. А у нас 3. Как на самосвале. А на самосвале делают, по-моему, 2. Логика железная. Я не знаю зачем, потому что у сидельного тягача загружается не передняя ось, идиоты, а задняя. На заднюю ось давит груз. А передняя ось давит только двигатель. Почему 3 рессора? Почему? Склад девать некуда, наверное. Ладно, все это наболевшее тоже. Задолбал мне этот КамАЗ. Говно челнинского производства. И задолбали меня эти дороги. Есть местами хорошие дороги, вопросов нет. Наверное, нужно поблагодарить, хоть такие дороги есть. Спасибо вам большое. Но если вы, если вы берете бабки, за такую дорогу, ну сделайте переезд. Переезд. Новый переезд. Вот так вот ощутите, что я ощущаю на себе. Единственное, что меня спасает, это ремень безопасности. Я здесь привязываюсь. Если было бы 5 ремней пятиточных, я бы всеми пятиточными привязался. Так что это. А мы едем дальше. Сухая речка. Ну, она и правда сухая. А так, блин, ну нормальный асфальт. Положи его, блин, ровно. Здесь вот нормально. У нас даже бетон. По Беларуси едешь, вот, извините, поговорю о наболевшем. По Беларуси едешь, по Бездоминской. Вот новый асфальт. Там бетонная дорога. Не могу сказать район, не знаю. Не помню. Бетонная, она ровная, как не знаю, как каток. Для фигурного катания. С небольшой шершавостью. Слышно, как колеса шуршат. Вот опять. Все стыки старого и нового асфальта везде ты подпрыгиваешь. Везде. Вот. Подъезд в Челябинску. Подъезд в Челябинску. Почему она идет волной, бетонная дорога? Я не знаю, чувствуется это на легковых или нет, но на грузовике каждая неровность чувствуется, прямо отдает тебе в копчик. А вот на подъезде к Челябинску, это бетонная дорога, чем выше у тебя скорость, тем больше у тебя начинает раскачивать кабину. И в один прекрасный момент кажется, что сейчас у тебя кабина вместе с сиденьем твоим оторвется и улетит. Вот такая вот амплитуда раскачки. Мы не на полигоне, ребята. Сделайте нормальную дорогу для жизни. Бетонная дорога, согласен, офигенно, ее надо делать. Но сделайте ее качественно, нормально. А не так, как пойдет, как обычно у нас. Как в мультике. И так сойдет. Потому что налоги платятся. Что? Взносы вот эти, платные дороги. Вот эта коробка, блин, тоже платит. Чем немало.
денег-то. Налоги с мосавтомобиля платятся, дорожные, утилизационные, блин. Все платится, со всего платится. Как клип подбирается. А где? Где качество? Что Канск этапе знаешь? Да много где, блин. А дорог нет. Нету дорог. Но спасибо, что хотя бы вот такой. Спасибо вам огромное. Сколько времени занимает? Сейчас, конечно, поменьше, чем был, да. Многие, кстати, староверы скажут, а раньше дорога занимала до Владивостока полгода, да? Сейчас от Владивостока я могу заехать за 12 дней. Спасибо большое. Но за эти 12 дней мой позвоночник осыпается в трусы. Так, ладно. Просто наболевший, как обычно. Все, едем дальше. Не психуем. Скоро у нас отпуск. Они все уволятся. Все будет хорошо. А тут, да, вот жгите костры, жгите траву. Вот свежий ремонт моста. Ёб твою мать! Все, блядь, по пизде пошло. Ну что, ребят, добро пожаловать в монгольские степи, только они находятся со стороны России. Вон там у нас находится Монголия. С той стороны. Справа. А нам еще 120 километров до Читы. До Читы мы не доедем сегодня мы остановимся еще за 90 километров. И будем ночевать возле шиномонтажа. Потому что пробили сегодня колесо на прицепе. А поменять его не смог из-за отсутствия гаечных ключей. Запаску тупо нечем открутить запаску. Хорошо, что колесо, которое пробилось, находится на второй оси по ходу движения. И остальные колеса взяли на себя его нагрузку. Вот так вот аккуратнее будьте. Скальник. Такой же щебень, только острый. Ну а мы движемся навстречу вон той туче. Вот. И Чите. Здравствуй, город Чита. Сейчас мы быстренько заедем, сдадим документы, сделаем, оформим новый путевой лист и поедем дальше. Главное нам не нарваться на обед. Красивый город. Что, вчера приехали к шиномонтажке. Шиномонтажка, естественно, была закрыта. Встали нужной стороной к двери и поужинали и легли спать. С утра нам сделали все это дело. На данный момент по местному времени уже 12:30 дня. 12:30. Так что сегодня мы максимум, куда можем дойти, наверное, до Чернышевского. Потому что очень все долго. Ну ладно, так, продолжаем движение. Продолжаем движение. Оказывается, мы поймали, кстати говоря, не скальника, а болтяру, прям конкретный болтяр. Он меня долго лежал, ждал, ржавый весь. И резьбы уже не видно. Опа.
Оба. Так, 4 прицеп пропрыгали. Еще один лежачий. Оба. Раз, два, три, четыре. Все, поехали. Здесь возле этих новых домиков будем уходить под мост на круг. Будем просить в этом офисе, чтобы нам дали гаечные ключи. Потому что тут, слава богу, еще есть шиномонтажные. А вот в Республике Саха уже такого сервиса нету. Не дай бог, мы где-то там проколем, будет очень печально и больно. Ладно, едем. Все, сделали все свои дела. Сдали документы, путевку нам не сделали, так как механик уволился. Будем ездить без путевки. Как-нибудь будем договариваться с гаишниками. Набор инструмента нам не дали. В светофоре купил какой-то инструмент. Какой-то ключ универсальный. Ну не знаю, дай бог, чтобы он не пригодился. Вот. Что еще? Пообедали. Время у нас уже 2 часа дня. Вот. Так что выезжаем из этого прекрасного города и движемся в сторону Хабаровска. Но после Сковородино мы уйдем на Якутск, в сторону Якутска. И поедем дальше на север. На север поедем. Все. Доброй нам дорожки. Будет еще будет интересно. Будем снимать. Вот отъехали немножко от Читы. Поднимаемся медленно в горку. Вот такие вот пейзажи. Это будет очень часто встречаться. А сейчас еще красиво. Зимой вон еще снег даже растаял. Медленно поднимаемся, медленно. Температура ползет. Поднимаемся в горочку. Сейчас вот такие вот. Здесь обрубыши есть, березовые. С чем это связано, вообще не знаю. Какие палки просто торчат, обрубленные. Ползем. Уже ошибка выскочила. Дизель, ты чё? Греешься так сильно. Даже нагрузили, да? А самые не волнуйся. А еще и хотят, чтобы я еще ехал. Ща. Ну как мы огибаем? Вот, поднимаемся. Дорога пошла извиваться. Добраться до верха. До Хабаровска мы где-то сколько? 1000, наверное, мы не доедем до Хабаровска. Свернем на Магадан. Якутия, Магадан. Там дорога одна идет туда, на Магадан, через Якутск. Что какой? Весь вот такой вот лес. Такой какие-то обрубыши. Но видно, что горел. Вот этот участок дороги горел. Участок леса, точнее, дороги. А когда в Якутск едем,
Там вообще мрачно все. Все лысое. Ой, так что как-то так. Ну вот, а теперь мы спускаемся. О, какие виды открываются сразу. Прям на уровне вот тех самых высоких гор. Заметно. Вообще Вася, красотищка. Вот так вот передо мной открывается. Теперь будем медленно спускаться в равнину. Нам 250 километров. Отлично. Как я говорил, что мы сейчас дойдем до Чернышевска, там посмотрим. Если еще время будет позволять, то мы пойдем дальше. Если нет, то останемся в Чернышевске, потому что до Сковородино отсюда еще 800 километров. То бишь, когда мы повернем на сторону Якутска, до Хабаровска останется где-то 1000 километров. Вон альпийские коровки пасутся. Так что Альпенгольд не от этих коров, а вот от этих. Альпийские луга, альпийские коровы. Ну, наши. Ну, пока солнце не выжгло, надо есть свежую травку. Ну что, движемся дальше. Дальше и дальше. Красота. Речка Верья. Такая речка. Махонькая. Ребята, мы уже настолько высоко, что можно прямо облака пощупать. Ну, по крайней мере, так кажется. Низко-низко-низко прям висят. Вон как это. Очень высоко. А мы все поднимаемся и поднимаемся. Ой, чувствую, будем спускаться потом. Отсюда воду берут, а потом начинают расплескивать, либо лежит. Природная атмосфера. О, как низко. Обязали! Дотронься до рукой до неба. О! Обрыв, походу, да? Вон там вот там. Сейчас, или нет? Сейчас, давай, ползи, КамАЗик, ползи, я тебя верен, да? Нет. Не, ну облака реально низко висят. Очень низко. Сейчас остановимся. Надо будет КамАЗику отдохнуть.
Васильевка. Васильевке. Ничего себе, смотрите, как классно. Дождик идет. За Байкальским краем. Вообще красота. Сзади у нас солнце. Вася, держи меня. Это так не должно быть. О. Всё. О, синий Логан. Тормози. Коллега? Коллега. Так, пока охлаждается, так. Передняя ось холодная. Хорошо. Так, сзади. Сзади такая. Рука, в принципе, держит. Так. Эти мои хорошие. О, нормально, не сильно, не шибко нагрелись. Тут вообще молочко, этот прохладный. Так, красота. Так, тут у нас все чистенько. Это ось. Так, нормально. Тепленькая. Ну так, пойдет. Нормально. Запаска на месте. Зашибись. Бак на месте. С проводами все хорошо. Все, огонь.